Большинство людей воспринимает людей с инвалидностью, как будто они зависимы или нуждаются в постоянной заботе, их нужно жалеть. И этот образ очень часто сопровождается в СМИ. Да, я согласна с вами, что инвалидность – это не главный центр, вокруг чего должна крутиться вся жизнь. Знаете, у них тоже есть ребенок с синдромом Дауна, и они страшно боялись ее куда-то выпускать. И после просмотра этого ролика, он говорит, мы вот отправили ее впервые за хлебом. Все к окну прилипли, все беспокоились, но все ждали, когда она принесет этот хлеб. Да? Они говорят, мы должны были давно пойти на этот шаг. Мы продвигали ратификацию Конвенции по правам лиц с инвалидностью 8 лет вместе с инвалидным сообществом. В 2019 году ее приняли, и для меня это 3 марта, или когда он там вышел этот указ, я уже сейчас точно не помню, это был очень хороший день. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Айнагуль Абдрахманова, руководительница коммуникационного отдела ПРООН в Кыргызстане. Здравствуйте, Айнагуль! Здравствуйте, окей. Айнагуль, спасибо, что вы нашли время и сегодня присутствуете с нами в данной студии. И в очередном подкасте мы будем обсуждать вопрос инклюзивной коммуникации. Но прежде давайте начнем с традиции, когда я описываю себя. Итак, сегодня я в цветастом платье, очередном. Как вы знаете, у меня волосы каре, я ношу очки, но именно сегодня я собрала волосы в хвостик. А также хотела бы, чтобы Айнагуль также описала себя. Очень интересный подход, я считаю, и мы давно его продвигаем, чтобы мы описывали себя для тех зрителей, которым нужно описание. Значит, меня зовут Айнагуль. Никогда не приходилось раньше описывать себя, но в целом я невысокого роста, девушка с длинными волосами, немножко кудрявится. Вот. И я в белом пиджаке и синей блузке. Да, супер. Я думаю, что у наших зрителей будет максимальная возможность представить, как же выглядит Айнагуль. И первый вопрос. ПРООН активно внедряет инклюзивные коммуникации в свою работу, и отличный пример вот данный подкаст «Сөз-бар». И расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей работе в данном направлении. В 2018 году мы провели исследование о том, какие стереотипы существуют у людей в отношении людей с инвалидностью. Вот. И результаты этого исследования показали, что большинство людей воспринимает людей с инвалидностью, как будто они зависимы или нуждаются в постоянной заботе, их нужно жалеть. И этот образ очень часто сопровождается в СМИ. И поэтому у людей складывается ощущение, что вот, может быть, люди с инвалидностью какие-то неполноценные, что надо им как-то помогать, и вот в этом всем ключе. И поэтому у нас была большая работа по поводу того, что мы должны разработать кампанию о включении людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества. И одним из основных ресурсов мы считаем, что это является СМИ и работа с медиа. И поэтому в 2018 году мы начали об этом думать, и в прошлом году мы начали конкретно разрабатывать руководство «Инвалидность медиа», брошюра вместе с инвалидным сообществом для того, чтобы разработать основные принципы освещения вопросов инвалидности в кыргызстанском обществе. И вот в продолжении вопроса, пожалуйста, объясните нам, что означает инклюзивная коммуникация в контексте работы ПРООН в Кыргызстане и почему она важна? Инклюзивные коммуникации мы строим на основных принципах. Один из самых важнейших принципов – это «ничего о нас без нас». То есть мы не можем говорить о людях с инвалидностью, не имея их в фокусе. Да?
То есть вдруг мы решили, что мы будем делать что-то хорошее, а людям с инвалидностью мы забыли об этом сообщить. Естественно, в разработке любого продукта, любой компании, вообще не только касающейся коммуникации, мы вовлекаем людей с инвалидностью. Другой принцип, которым мы придерживаемся, это передача достоверной информации. Вот как люди с инвалидностью себя ощущают. И мы не пытаемся навязать туда свою интерпретацию. Мы не хотим сказать, что мы думаем, что они нуждаются в чем-то, или мы думаем, что им нужно что-то. Пусть они об этом скажут сами. Мы хотим, чтобы их голоса были услышаны. Третий принцип, если вы сами знаете, да, что часто замечаете, для людей, когда говоришь инвалидность, у них только один символ, да, вот одно представление. Человек на коляске, может быть, на костылях. И инклюзивность в нашем понимании заканчивается пандусом. И мы в своих инклюзивных коммуникациях хотели продвинуть о том, что очень много субкультур. И людей, пользующих коляской, из числа, общего числа лиц с инвалидностью, это 1%. Самое много это неслышащих и невидящих. А что мы сделали для того, чтобы люди с нарушением зрения или слуха были вовлечены в жизнь общества? Поэтому в инклюзивных коммуникациях мы показываем разных людей. И во всех публикациях, когда мы даже делали такое, все можете зайти в Google и написать «инвалидность», и вы увидите целые страницы инвалидной коляски. Но она не отображает всю глубину, всю широту, все разнообразие инвалидности. И поэтому в нашей инклюзивной коммуникации мы продвигаем разнообразие субкультур. И так далее. Как бы, да, вот то, что мы делаем, да, сейчас. Да, и как раз вот вы затронули часть вопроса, который я хочу вам задать. Можете ли вы поделиться примерами, как ПРООН в Кыргызстане реализовала стратегии инклюзивной коммуникации? В прошлом году у нас было несколько хороших интервенций. Кроме того, что мы разработали эту брошюру вместе с Оскаром Турдугуловым, мы провели ряд мероприятий для журналистов, для блогеров, для всех заинтересованных лиц о том, как нужно продвигать инклюзивные коммуникации. Но больше всего мне понравилось работать с университетом МАНАС. Я искала молодых людей, креативных, чтобы создать что-то такое интересное. И совершенно, вот бывает же совершенно случайное знакомство. Да. Разговор привел к тому, что я познакомилась с представителями факультета журналистики Кыргызского турецкого университета МАНАС. И мы для них провели буквально 2 встречи, где мы первый рассказали о принципах инвалидности, об освещении, а на второй они уже пришли с материалами. И было 4 группы, с которыми мы создали просто замечательную компанию, которую мы, естественно, сами дополнили с видеоматериалом, который мы тоже сделали в дополнение. Первая серия была нацелена на неудобные вопросы об инвалидности, да? Но было очень много нюансов, когда мы не знали, насколько это корректно говорить, да, и мы решили, что люди с инвалидностью сами должны рассказать, да. И девочки сняли замечательную серию видеоматериалов, где, например, и вы, и Дастан Бекешев рассказывали, что-то, с какими наиглупейшими ситуациями они сталкивались, да, в отношении своей инвалидности. Вторая серия материала была это на тему подкастов. И то же самое было задано, в одном подкасте рассказывали люди с инвалидностью, да, например, как они слушают музыку. Это было очень интересно, и мне понравился вот этот подход, что студенты нашли этих людей, поговорили, создали серию материалов. И мне еще один момент запомнился, что они создали с искусственным интеллектом этот комикс на основе реальной истории Назиры, которая любила читать книги на языке Брайля, но их нет. Тоже поднимают проблему, и мы адвокатировали о том, что нужно создать образовательные, учебные и культурные возможности для людей с инвалидностью. Мне кажется, что вы уже очень хорошо ответили на вопрос, какое влияние от реализации данной стратегии, но, возможно, вы хотите добавить или... Я бы хотела добавить, и вот в прошлом году мы сделали еще серию мероприятий, где люди с инвалидностью сами проводили эти мероприятия. Они не были приглашенными гостями, они были
ведущими, они были модераторами. Например, может быть, мы с Нишаной Джианалиевой проводили рассуждения о кино, где она была модератором, потому что она тоже сама снимает кино. И впервые, может быть, да, мы дали возможность, ну, если не впервые, то, как скажем, одни из немногих дали возможность людям с инвалидностью говорить не о своей инвалидности, а о своем хобби, о своем пристрастии, о своем увлечении. С Викторией Бирюковой мы проводили литературный вечер. Она прекрасно владеет словом, отлично модерирует. Мы обсуждали литературу, мы обсуждали инвалидность в литературе. И поэтому, давая возможность людям высказываться, мы позиционировали людей с инвалидностью как специалистов, как профессионалов своего дела. И я думаю, что венцом наших мероприятий было, когда мы создали арт-пано. Мы позвали всех заинтересованных женщин с инвалидностью, где за кураком они рассказывали свои истории. Это было и терапевтически, и в итоге вышел очень красивый курак, да, вот пано, которое мы передали историческому музею от имени инвалидного сообщества. Да, как вы сказали, действительно, ПРООН в Кыргызстане реализует очень много замечательных проектов. Я действительно была участницей одного из них, и для меня было совершенно неожиданно, когда две замечательные девушки быстренько подбежали ко мне во время мероприятия, и мы очень быстро буквально сняли интервью, и они также быстро убежали. Да, я такая, о, круто, какие хорошие девчонки, которые очень оперативно работают. Действительно, я хочу согласиться с вами, что студенты Манаса, они вот... Знаете, еще вот хотела, извините, что перебиваю, вот мы начали недавно кампанию о трудоустройстве людей с инвалидностью, да. И недавно мы выпустили ролик, где родители, молодой человек с синдромом Дауна работает, да. И мы получили прямой фидбэк, да, от наших слушателей или так-то подписчиков, да, как сейчас модно говорят, о том, что, знаете, у них тоже есть ребенок с синдромом Дауна, и они страшно боялись ее куда-то выпускать. И после просмотра этого ролика, он говорит, мы вот отправили ее впервые за хлебом. Все к окну прилипли, все беспокоились, но все ждали, когда она принесет этот хлеб. Да? Они говорят, мы должны были давно пойти на этот шаг, но вот эта гиперопека, говорит, вот никак нас не отпускала. И вот мы тогда, понимаешь, да, не зря мы это все делаем, что кому-то это все-таки надо, кого-то это мотивирует. Конечно, целевой аудиторией является не только инвалидное сообщество, не только родители, у которых есть дети с инвалидностью или сами люди с инвалидностью, но и все общество. О том, чтобы мы раскрыли глаза, чтобы мы приняли, что мы все разные, и это нормально. И мы можем адаптироваться под друг друга. Мы же адаптируемся под характер друг друга. Точно так же мы можем адаптироваться под нужды другого человека. Да, я согласна с вами, что инвалидность – это не главный центр, вокруг чего должна крутиться вся жизнь, а это всего лишь часть тебя, которую ты можешь перечислить и совершенно спокойно с ним уживаться. Другой вопрос, как мы к нему относимся. А теперь вот наш вопрос звучит так. С какими проблемами и возможностями вы встретились, когда начали реализовать или продвигать инклюзивную коммуникацию в Кыргызстане? Когда мы вообще начали создавать эти продукты, очень часто мы встречали большую поддержку. На Новый год мы записали песню с использованием жестового языка. И когда мы ее выпустили, я не знаю, мы взорвали весь, по-моему, не только кыргызстанский интернет, но и наш зарубежный, потому что всем безумно понравилось. Это для меня показатель того, что людям интересна эта сфера, но им, может быть, их она немножко пугает, потому что она им неизвестна. Очень мало специалистов в этой сфере, очень много стереотипов, надуманных вещей. И давая возможность людям с инвалидностью высказываться, показывать их настоящее лицо, да, не то, которое мы сами себе придумали, мы показываем о том, насколько эти люди глубокие, такие же, как мы, с такими же проблемами. Это мы. То есть, да, это не кто-то другой, это не с другой планеты. И я думаю, что это надо еще и чаще, и больше, и всем организациям,
И вообще каждому человеку стать адвокатом, чемпионом по продвижению прав людей с инвалидностью, потому что они такие же, как мы, абсолютно. Да, и я согласна с вами. Вот, слушая вас, каждый раз хочется присоединиться к вашим словам. Это правда. И вот такое предложение. А можно ли инклюзивную коммуникацию применять в телевизионном контексте? Есть ли у вас примеры? Я сама в ТикТоке смотрю за одной парой, где супруг невидящий, да, незрячий, и есть, я еще смотрю там, где братишка одного парня, блогера тоже с синдромом Дауна. Я думаю, что такого рода, это не совсем телевизионный контент, но тем не менее мультимедийный, визуальный, видеоконтент, он показывает то, что он убирает какие-то страхи, да, ты смотришь, это вызывает у тебя эмпатию, улыбку, ты как-то поддерживаешь. И после того, как я прочитала еще литературу об этом, какую-то художественную литературу, я начинаю понимать, что чем больше мы будем такого контента показывать людям, тем меньше стереотипов будет о них. Нам не надо будет за них додумывать. Они сами покажут, какие они есть. Да, просто из-за того, что у нас была такая, да, не совсем правильная модель инвалидности, да, где мы воспринимали, что это говорю же, в СМИ было, да, портрет инвалидов, они несчастные, они все болеют, или им нужна какая-то там помощь. У нас очень сильно развита благотворительная модель. Наш народ очень хороший. Если сейчас попросишь их помочь, они всем народам скинутся, и дом построят, и бизнес откроют. Но я хочу нашего народа попросить не скинуться всем миром кому-то там на коляску или на кохлеарный имплант, а всем народам просто открыть свои сердца и отбросить эти стереотипы. И если мы запустим наши сердца этих людей, мы поймем, что ничего страшного там нет. Вы каждый раз говорите такие удивительно приятные вещи. И вот в дополнении, наверное, я хотела бы спросить, а может быть, вы имели опыт наблюдать именно инклюзивный контент из примера других стран? Я видела канадские, английские, американские ситкомы, сериалы, видео, да, и это для меня, когда первый раз смотрела, было так интересно. Почему? Потому что у нас же много вопросов к людям с инвалидностью, да, даже в серии тех видео, которые мы создавали, как люди на коляске достают до каких-то полок, да, или люди невидящие различают, это соль, это сахар, это варенье. То есть у нас очень много бытовых вопросов, потому что мы не сталкиваемся с людьми с инвалидностью в нашей жизни, бытовой. И, соответственно, нам это просто очень интересно. И когда я смотрела такого рода видеопередачи, телепередачи, ситкомы, это было просто по-человечески интересно. Потому что человек любопытный, всем интересно. Наверное, вам тоже задают очень много вопросов, да, как вы ходите, как вы доезжаете. И если вы, допустим, станете, вы же в основном в Фейсбуке пишете, вы в основном с текстом же работаете, но если вы завтра станете говорящей головой в Инстаграме, как Оскар, да, допустим, или еще кто-то другой, вы еще больше аудитории обретете, потому что всем просто интересно, да, и те люди, которые немножко функционируют по-другому, у нас вызывают такой интерес. Функционируя по-другому, не значит, что результат вашей деятельности будет какой-то другой, да. Если вы делаете хлеб, вы в итоге сделаете хлеб, а не что-то другое, да, или делая хлеб, и у вас кексы не получатся. У вас как же у всех получится хлеб. Это верно. Тут, наверное, я хотела бы добавить, что действительно я всегда хотела начать печь хлеб, но я боялась и, наверное, 34 года не подходила к этому вопросу. Я думала, но боялась. И как-то я решилась, но, честно, я неделю потратила на то, чтобы наконец-то у меня действительно получился хлеб. Я поняла, что надо было давно приступить, и я просто боялась, и надо было пробовать. А не приступала, потому что боялась сделать ошибку. А вот про сделать ошибку, я думаю, что это проблема не только вас, это многие люди, которые боятся сделать ошибку.
лучше сделать ошибку и о ней сожалеть, чем не сделать и жалеть, что что-то не сделали. Поэтому дерзайте. Пеките теперь банановый хлеб. Надо попробовать. И в завершение нашего увлекательного разговора хочется задать вопрос, что вас больше всего мотивирует, или какая цитата, или какая личность мотивирует вас на то, чтобы вы продолжали свои работы или свои действия в борьбе за права людей с инвалидностью? Ну, во-первых, наверное, у меня самой обостренное чувство справедливости. Именно поэтому я продвигаю гендер, продвигаю инвалидность. Вот. Я думаю, что много зависит от самого человека, да, не какие-то цитаты, не какие-то люди. А в плане людей и личности я бы хотела сказать, что я окружена очень многими яркими личностями, в том числе с инвалидностью, как Оскар Турдгулов, Виктория Бирюкова, вы, да, Нишана, Алия, очень много. Да, я познакомилась с таким большим количеством людей с инвалидностью, которые меня мотивируют, которые мне открывают новый мир. Мне очень понравился мир глухонемых людей, не глухонемых, а глухих людей, да, о том, как они между собой общаются. Я даже придумала свой план на пенсию. Может быть, я выучу жестовый язык и буду сурдопереводчиком. Я так думаю, такой неплохой план на пенсию. Медленно отойти, так сказать, потому что эти люди, они сами по себе интересны, и поэтому они своей стойкостью, своим желанием изменить Кыргызстан, мы продвигали ратификацию Конвенции по правам лиц с инвалидностью 8 лет вместе с инвалидным сообществом. В 2019 году ее приняли, и для меня это 3 марта, или когда он там вышел этот указ, я уже сейчас точно не помню, это был очень хороший день. Я говорю, вот мы шли, наконец-то дошли. И такого рода достижения радуют. И пусть это маленький, пусть мы выпустили один ролик и смотивировали одну девочку пойти за хлебом. Для этого маленькие истории успеха, которые делают мой день и заставляют идти дальше. Я вспоминаю, что как-то со мной поделилась мнением девушка. Я на самом деле ходила по рынку, покупала ткани. И она говорит, что как-то она лежала дома, у нее был очередной приступ, и она не могла ходить. Но врач ей прописал двигаться. Но она не находила в себе силы и волю начать что-то делать. И как-то она смотрела ролик с участием женщин с инвалидностью. Я, говорит, смотрела эти новости, и вдруг я поняла, что мне надо подняться. А теперь, говорит, я вышла на рынок и работаю. Если бы, говорит, я не посмотрела ролик, то, возможно, я бы так и лежала без цели. Поэтому я уверена, что каждая работа в разработке коммуникации — это очень важно, и это не пустая работа. Спасибо большое, Айнагуль. Я очень надеюсь, что вот эта важная информация для всего общества вдохновит наше окружение создавать доступные пространства и использовать инновации везде. Спасибо большое, окей. Благодарю. До свидания.